Я не хотел заниматься боксом, и случайно так получилось, что друг пошел до меня и начал тянуть за собой: пойдем, пойдем, пойдем. Я говорю: ну, давай сходим с тобой за компанию. И так и получилось. Ассаляму алейкум, меня зовут Артур Зайдинов, мне 24 года, я боксер-профессионал, крымский татарин. Когда я жил в Узбекистане, всегда там слышал, когда к родственникам ходил, всегда говорил, что вот, еще те, кто не вернулись, это обсуждалось, что нужно возвращаться, ехать в Крым, там наши родственники, там как бы наша земля. Я об этом слышал, и это, наверное, потихоньку прививалось ко мне. Хоть я и родился в Ташкенте, но я как-то понимал, родина моя там. 12 лет мне было. Здорово было, даишки меня встретили, показывали Крым, Ласточкино гнездо, море я первый раз увидел. Впечатлительно, мне понравилось. Честно говоря, не сильно так зациклился там на природе. Для меня больше имело значение то, что я как-то больше воссоединился с семьей. Ташкент очень красивый, очень привлекательный, чистый, аккуратный, люди доброжелательные, все там замечательно. Но дома в Крыму лучше. Ну, к морю, неважно куда, к морю. Ну, конечно, более такое пейзажи, где виды и воздух другой, это южный берег Крыма. А так не имеет значения. Одно понимание, ощущение того, что ты дома, это уже многого значит. Бокс выбрал меня, не я его. Так получилось случайно. Я не хотел заниматься боксом, и случайно так получилось, что друг пошел до меня и начал тянуть за собой: пойдем, пойдем, пойдем. Ну, я говорю: ну, давай сходим с тобой за компанию. И так и получилось. А через месяц он уже ушел с этой секции, а я там начал уже какие-то соревнования, на каких-то соревнованиях выступать и завоевывать медали. До бокса хотел на борьбу пойти, но борьба была далеко, и неудобно было со школы ездить на борьбу. А секция бокса оказалась прямо возле школы. И так получилось, что на бокс пошел. В Севастополе проходил турнир, туда приехал тренер, заметил меня, я этот турнир победил. И тренер на тот момент общался с менеджером из Канады, и он там через какое-то время собирался тоже в Канаду уезжать. И он меня заметил, я победил тогда турнир еще, он заинтересовался, предложил: не хочешь ли ты себя попробовать в профессиональном боксе. И у меня глаза загорелись, я об этом мечтал, думал, ну когда это будет. И тут мне в 18 лет такое предложение делают. Я говорю: да, хочу. Он говорит: хорошо, я тогда поговорю с менеджерами и перезвоню тебе. Он уехал к себе, и через неделю он мне перезванивает, говорит: хорошо, они с тобой заинтересовались, только надо будет подготовиться, нужно время на это. Сказал: хорошо. И через 2 недели после этого турнира я уехал, собрал вещи, сказал ребятам: ребят, я уезжаю. Все были в шоке: как, чё, ты молодой парень, ты все бросаешь, неизвестно куда. Я говорю: ну, я мечтал, я хочу это попробовать. И так я уехал. И я говорю, мне было 18 лет, мне предложили в профессиональный бокс, и не куда-то там ближайшие, да, страны, это в Канаду, рядом Америка. Америка вообще мекка бокса профессионального. И я подумал, посоветовался, конечно, с семьей и с тренерами. Мне сказали: ну а что, Артур, ты молодой, даже если эти 3 года контракт закончится, у тебя будет опыт, ты увидишь мир. И я так и попробовал, так и сделал. Я бы хотел иметь возможность там жить, хотел бы иметь возможность туда приезжать. А сказать, что жить, я пока не могу. Не могу так сказать. Честно говоря, прям цели нет в Америку попасть, потому что, ну, если мне, например, в Канаде хорошо, что мне куда-то дергаться? Но это не секрет, профессиональный бокс — это бизнес, и каждый хочет поиметь как можно больше, промоутер хочет тебе меньше заплатить, при этом больше заработать, также и боксер хочет сделать работу и как можно больше заработать с этого, потому что профессиональный спортсмен — это его хлеб, спорт — это его хлеб, и он должен получать достойную зарплату, да, так скажем.
И сейчас такое время, что нужно просчитывать, смотреть, где лучше, где выгодней. Поэтому дальше посмотрим, как будет. Может в Америку, может в Европу. Не знаю еще. В процессе подготовки к поединку это ну, в день примерно 4 часа. 4 часа на тренировке, да. И, ну, это такая уже, может, раньше я уделял больше времени, потому что я раньше был более в таком познавательный период. Я пробовал разные вещи, что для меня лучше. Сейчас я знаю, понимаю, чувствую свое тело, свой организм лучше. И у меня команда такая именно профессионалы, а не своего дела. И мы точечно работаем и знаем, что нам нужно. Как мне один уже такой опытный спортсмен сказал, с возрастом спортсмен начинает учиться, старается учиться, делать меньше, получать больше пользы. И я потихоньку прихожу к этому, наверное. В крайнем поединке у меня так было. Я пропустил удар по печени. Не знаю, может кто-нибудь знает, может кто-то из зрителей знает, что это такое. Это такое испытание, так сказать. И в тот момент у меня промелькнула мысль, я хочу сесть. Прям после удара я думаю, я хочу сесть, потому что ну, это не просто терпеть эту боль. Но потом думаю, не, я не могу, потому что дома меня ждут с победой. Я столько готовился, я столько усилий на это потратил. Я не могу просто вот из-за нескольких секунд боли сдать, проиграть весь поединок. Самый такой ощутимый момент после окончания поединка — это когда поднимают руку. Когда объявляют победу одержал Артур Заятдинов, с души падает камень, я думаю, фу, работа сделана на 5, я победил, и я спокоен. Это часть спорта. Я говорю, главное сделать все, что в моих силах, чтобы не проиграть. Но если проиграл, то нужно правильно на это посмотреть, и, возможно, после поражения стану еще лучше. Первый, наверное, день-два бездельничаю вообще, сплю, ем, гуляю. У меня недалеко от дома в Канаде парк, там гуляю. Просто провожу время с пользой для себя. Чем я себя не мог порадовать до поединка, тем радую после. Я, честно говоря, хотел бы остаться в этом же, но с возрастом человек крепчает, особенно с 20, ну, там, до 25 лет человек растет, так как мне вообще 23 еще, я еще со временем возмужаю, и кости станут тяжелее, и посмотрим, если у меня будет возможность также сбрасывать до 79, то я бы хотел, да, остаться в этом весе. Но, Аллах бели, не знаю, как получится. К большому счастью, у меня такого не было. В плане, мне не предлагали, Артур, давай проиграем, мы тебе заплатим. У меня такого не было. Но, к сожалению, было, что без спроса мне просто не давали победу. Я поединок выиграл, но победу мне не дали. Это в 2014 году это как раз было самый первый раз. Такой именно поединок. Я там явно выиграл, но победу мне не дали. Хотя очень мне хотелось на том турнире победить. И я вообще больше разочаровался так в любительском особенно спорте. Ну, это бывает, это крайне редко бывает, особенно в профессиональном спорте, потому что там, говорю же, деньги. Многие просто, ну, думают, я больше заработаю, чем мне этот проигрыш ничего не сыграет. Но для меня важнее, наверное, честно, если даже проиграю, то честно проиграть. Не сдать поединок, не слить, как говорят в спорте, а сделать все, что смогу. Это, я думаю, это правильнее. Намерен, не намерен, хотелось бы, да, примерно у каждого спортсмена должно быть какой-то план, что ли, на будущее. Ну, я себя вижу лет до 35, можно и больше, и Аллах смедет, будет здоровье. Может, я ближе к 35 подумаю, может, еще пару лет. Но сейчас 35, я думаю, это самый такой оптимальный возраст, когда ты еще полон сил, чтобы после спорта перейти на что-то другое. Все пояса, все награды, все звания, все, что я смогу. Все, что в руки поместится мне. Как и в любом деле, самоотдача самое главное. Любовь к тому, что ты делаешь.
Я мотивирую сам себя тем, что я хочу оставить след в этой жизни после себя. Я думаю, как и у многих, там, попробовать покурить там, или алкоголь попробовать, я думаю, это у многих было. И у меня тоже это было, признаюсь. Но Аллаху шукур, наверное, я видел такие примеры, где негативные примеры, что если ты алкоголик или там курящего человека, и мне это не привлекало, я понимал, что это не то, что нужно. Не то, на кого нужно равняться или к чему нужно идти. Так получилось, что я с Даишкой с самого детства расту, и он мой и брат, и дядя, и уже и как отец. Я всегда на него равнялся, он меня как-то поправлял: Артур, туда не иди, сюда иди, это правильно, это неправильно. И по сей день я смотрю, как он ведет себя в тех или иных ситуациях, как к нему люди обращаются, как с ним относятся и как он с ними относится, несмотря на свое какое-то, не знаю, положение финансовое или еще что-то, неважно. Ну вот. Первое, вот вы у меня спросите, кто твой кумир, на кого ты равняешься. Первый, кто мне в голову лезет, это мой Даишка Усман. Ну, я как-то и рос, когда у меня были какие-то кумиры, я смотрел на кого-то, вау, думал. И честно скажу, я тоже хочу быть кумиром. Я хочу быть здоровым кумиром для молодого поколения, для того, чтобы они росли и видели правильный пример на том, что можно своими силами чего-то добиваться и быть, ну так скажем, уважаемым в числе разных людей. Я к этому хорошо отношусь и даже сам напрашиваюсь на нее. Я очень требовательный к самому себе. Постоянно в период подготовки, спарринги или там просто работа на мешке, я стараюсь это записать. Ну, я ставлю подставку под камеру, ставлю телефон и снимаю, чтобы потом смотреть, что я сделал так, что не так. И после боя, например, я показываю, мы смотрим с тренером поединок, или я там показываю кому-то еще свои поединки, и они мне если подсказывают, говорят, вот здесь лучше было бы так или так. Мне это нравится, потому что, как говорится, одна голова хорошо, две лучше, три еще лучше. Это очень приятно и очень немножко, честно сказать, немножко дискомфорт доставляет, потому что ты понимаешь, я понимаю, что на меня много смотрят, куда-то пойти в какое-то заведение, например, иногда нужно следить за тем, что ты делаешь, что ты говоришь, как ты одет, куда смотришь, как выглядишь. Но это это мелочи, я думаю. В первую очередь, я всегда говорю, что поддержка меня вдохновляет, и так как обо мне в нашем народе многие знают, меня поддерживают. Есть, честно сказать, единицы, которые, там, бокс это харам, прочие вещи, но не без таких. А так, очень приятно. Вот сейчас я понимаю, последние поединки, уже крайние поединки, это уже для меня как стало, знаете, если я без колпака, это как, не знаю, это как голышом идти, что ли. Как это без колпака? Это моя национальная, во-первых, атрибутика, национальное одеяние как-то для меня. Это я уже не могу без этого. Тем самым, я всегда это говорю, тем самым я показываю, кто я есть, с какому народу я принадлежу. И хочу, чтобы весь мир об этом знал. Весь мир вообще знал не то, что я как крымский татарин, да, что есть такой народ. Завтра, иншаллах, я стану чемпионом мира, обо мне еще больше будут знать. И еще больше людей будут обращать внимание на колпак и флаг, на тамгу, на моих шортах. И будут интересоваться, а что это у этого парня, что это значит. Буду заходить в Google, и там все написано, они будут узнавать об этом. Готовлю что-нибудь, готовлю из наших блюд, элементарное. Не так давно пробовал кубите, еще когда в Канаде был.
кубите попробовал сделать, тесто сам замесил. И неплохо получилось, и как-то уже легче. Потому что там нашей кухни вообще нет. Даже узбекской нет. К сожалению, у меня не так много времени на хобби. Но когда у меня есть какое-то время, особенно это вот в Канаде было и в Крыму иногда, когда я сюда приезжаю, я люблю просто сесть в машину, включить музыку и поехать, куда глаза глядят. Такое простое увлечение. Это меня... Я и отдыхаю, и мысленно, и физически, и у меня есть время подумать. Я люблю провести время с самим собой. Взаимопонимание, доброта, умение что-то делать в домашнем быту. Это самое главное, как ты с ней себя чувствуешь. Главное себя чувствовать с ней мужчиной, и чтобы было желание делать для нее что-то. Да, конечно. Да, к сожалению, сейчас, как мне, по крайней мере, кажется, у молодежи мало положительных, добрых, правильных примеров, кумиров. Они слушают непонятную там музыку, рэп, где пропагандируется нездоровый образ жизни, так скажем. Непонятно одеваются как-то, рваные какие-то. Но это не в моем стиле. Мне бы хотелось, чтобы особенно наши ребята, наша молодежь, и вообще неважно там национальность, смотрели на кумиров, на тех людей, которые славятся героизмом, которые славятся своей добротой, порядочностью, то, какую пользу они приносят своим людям, своей семье, своему народу, вообще своей родине. Это бы мне хотелось, чтобы они, в общем, росли на правильных примерах. И, как я говорил, я бы хотел стать одним из них, потому что я понимаю, что это в моих силах. Хотелось бы больше, чтобы больше спортивных заведений было, нежели там клубов или еще каких-то нехороших вещей, мест. Спортивный клуб — это также общество людей, которые собираются там, они общаются, они во благо своему здоровью проводят там время, и это их мотивирует, вдохновляет на правильные поступки. В первую очередь я благодарен, конечно, Всевышнему, потом своей семье. Не буду выделять кому именно, всей своей семье. Своим тренерам. На сегодняшний день у меня так получилось, что у меня сейчас уже 3-й тренер по боксу. И каждый из них вложил в меня свою душу, свое время, научил меня многому, как и в спорте, так и вообще в жизни. И помимо них еще были люди, которые поддерживали меня как-то морально или просто помогали мне там элементарно в тренировочном процессе. Всем людям, которые были, знаете, от А до сегодняшнего дня, вообще всем благодарен. Если была бы у меня возможность, я бы хотел всех собрать в одном банкетном зале и провести с ними вечер.